один из предыдущих эфиров, так скажем, слишком сильно, так скажем, что-то разошелся, я не знаю по какой причине там. По той простой причине, может быть, что я кричал и громко говорил в эфире. Может быть, по этой причине, когда кричишь на телефон, там начинают это, как его, приходить зрители всякие разные. Там набежала куча идиотов всяких разных, которые советы мне начали раздавать. Вы кому советы даете? Отцу бурятской демократии, особе приближенной к Илье Пономареву. Так. Сейчас посмотрим, что там дураки настрочили, короче. Я по мере возможности попытался ответить. Так, сейчас. Здесь, значит, вот это видео тыкаем. Да, тут Владимир меня благодарит о чем-то. Так. Я тут это, как его, подождите. Тут еще полно, короче, комментариев, которые... Тут какая-то Галина Бух какая-то, что-то там. С одного вида его тошнит, говорит, никогда не смотрела, сейчас увидела фото Анна, которую уважаешь за ша, посмотреть 3 минуты хватило, чтобы сделать вывод, что ты самый бурят, самый большой дурак из Бурятии, однако. Ну, вот такие, понимаете, эти дурачки, которые ни разу в жизни на эту тему не думали, живут в каком-то своем мане-мирке, который зачастую создан не ими сами, а за счет того, что их русня окуклила, короче, вот такой мани-мирок бурятский загнала, значит. Ну, где там бутылка водки, о чем говорил, кстати, вот этот американский алкоголик Аян БНД, короче, о том, что бурятошке нужно. Бутылка водки, там, значит, в конце недели там с друзьями побухать и так далее. То есть они никогда не думали над тем, почему бурятский язык исчез. И исчезает вообще. И вместо того, чтобы четко политически сказать, что исчез он, потому что нет бурятской политической нации. Это раз. Потому что вся вот языковая традиция, вся история бурятского языка, она не насчитывает более чем 100 лет. Да, буряты между собой говорили и так далее. Когда литературный заложен язык. Первый Поппи его сделал. Николай Поппи. Пока вы не признаете, что литературный язык создан был как язык колхозных масс, быдло, считай, люмпинов, понимаете, не высшей аристократии бурятские, не наёнов, не родоначальников, не ханов, да, не тех, которые, значит, русским там царям прислуживали и так далее. Он был создан как язык колхозных масс. И чего удивляться, исчезли колхозы, исчезла вот эта бурятская колхозная деревня, люмпины и комбедовцы сейчас превращаются в городских жителей, и, естественно, язык начинает исчезать, в том числе литературный. Давайте просто четко скажем, где к любым вот этим, к институту буддологии и тибетологии, который нормирует бурятский язык, в Рашке, ну и по всему миру, считай, то есть если вы зайдете в любую статью, посвященную бурятскому языку, кто нормирует бурятский язык? Если вы даже этого слова не понимаете, идиоты, что вы мне комментарии пишете? Кто нормирует бурятский язык? Институт монголоведения, буддологии и тибетологии. Даже Рашка не создала ни одной институции, которая бы четко называлась Институт бурятского языка. Понимаете? Нету его. И поэтому наша задача партии Бурятского Возрождения создать этот институт на территории Соединенных Штатов, частный даже, на деньги в том числе американской диаспоры, бурятской, и там начать создавать свой собственный бурятский язык, который не язык колхозных масс, не язык люмпинов и быдла, коей частью вы большая часть зрителей моих являетесь, а я вас учу переформатировать себя, становиться людьми, американцами, белыми людьми, понимаете, а не мыслить как вот этот чурка, вот этот забитый народец, который вы там живете, там везде там ходите, кланяетесь, отправляете своих детей на войну в Украину для того, чтобы там они погибали под руководством русских офицеров, врагов бурятства. Понимаете, вот. Вот в чем вся причина. Раз вы согласуетесь с этой позицией, да, с позицией, которая
русское государство, русские рядом живущие в Бурятии, на наших землях живущие, не хотят его учить, потому что это язык тварин. 100 лет назад почитайте, в интернете найдите, буряты твари, как русские называли бурят. То есть за людей даже не считали, вы понимаете. Ну, вот сидит такой глупый бурятошка, который привык смотреть развлекательный контент. И тут вдруг ему подают, что оказывается, это, говорит, иркутские буряты, говорит, чванствовали, ходили там по Лунэдэ и говорили, что а вот мы по-русски хорошо говорим, а вы плохо говорите. Не поэтому, потому что русня не брала вас на работу, потому что вы с акцентом говорили. Это из-за этого происходило. Из-за этого буряты сейчас по-русски говорят лучше, чем русские. Грамотнее, цивилизованнее, и результаты ЕГЭ тому причина. Там даже мне рассказывала тетка, которая занималась проверкой ЕГЭ, там с Москвы приехала комиссия проверять, как эти чурки в Бурятии не накручивают ли баллы, как в Дагестане. Ну, там что, 100 баллов ставят там и так далее, короче. Приехали, и оказалось, дали рекомендации. Вы слишком жестко, значит, оцениваете работы по ЕГЭ. Это был разговор, вот сходите там в институт, значит, в БГУ, там я забыл, как ее преподавательницу, она бурятка с еврейскими корнями. И она вот говорила это, да, то есть они приехали проверить чурок, бурят, то есть не окидывают ли они там баллы бурятам. Ну, логика была такая, зачем бы они приезжали сюда, если бы русские хорошо сдавали ЕГЭ. Понимаете? Вот по этой причине, потому что русня не брала на работу бурят, брала там дворниками, еще кем-то, вот коренизацию, когда Ирбанов делал. Мы бы ее провели коренизацию по-своему. А вот коммуняки, они, ну, согласились вот с русским шовинизмом, вот с этой имперкой, да, и коренизацию, когда проводили, куда бурят брали? Не на руководящие должности брали или на какие-то исполнительные. Брали дворником, поваром, там, сторожем каким-то и так далее. И, естественно, тогда эти большевики бурятские, они понимали, а что, ну, а как дальше-то народу развиваться, если, извините, они ничем не руководят? Тогда это понимание было, сейчас этого нету. Поэтому вот эти вот поклепы типичные, короче, это все русские московские нарративы. Возложить вину за то, что сейчас бурятский язык практически не действует ни в какой сфере. Понимаете, в публицистической сфере, вот где одна газетенка бурят, ОНН только есть. Где еще какие издания, напишите мне. Но там есть еще частные издания, на которые уже деньги не выделяют. Где есть, где какие сайты на бурятском языке пишутся. 3-4 статейки, написанные на бурятском языке в информполисе, не считаются. Понимаете, нету таких, даже СМИ нету. В деловом обороте, где бурятский язык используется, нигде не используется. Почему? Потому что русские не позволяют нам его использовать. В судах нету. В Якутии другая ситуация. Мне один якут рассказывал, что, значит, все, начиная от уголовного дела, заканчивая судебными решениями, у него было на якутском языке. Есть такое право, есть такая возможность. Почему буряты не используют? Почему этого не происходит-то? Вопрос к вам, тем, которые там остались, люмпиным комведовцам. Вы своего собственного языка стыдитесь. Так, что ли, получается? Нет, это русское государство, русские нацисты, которые живут среди вас, на наших бурятских землях. Они вам запрещают говорить на бурятском языке, запрещают его использовать. Вот посмотрите, начните вот с себя, какой-нибудь там чиновничек, начни на бурятском издавать документы, там какую-то служебную переписку и так далее. Что вы получите? Уволят за национализм какой-нибудь, что-нибудь найдут, короче. Вот и все, вот и вся причина того, что бурятский язык, он сейчас опрессирован из-за русских. И это единственная причина, по которой бурятский язык не используется в Бурятии. Это русские. А в этнической Бурятии тем более, потому что они колонизировали наш край за счет дешевой возможности, за счет того, что железные дороги построили. И эта железная дорога этническую Бурятию вот так проткнула. И по этой железной дороге вот эти толпы русифицированных, в том числе и народцев всяких, они тоже прутся в наши регионы. И, естественно, для них русский это такой же язык межнационального общения, как и для белорусов, и для украинцев, например.
Но проблема, она не в бурятах находится. Как вот это Зуева, там вот этот Аламжи дебильный, там восточный этот дурачок, что-то там на себе напридумывал, навыдумывал, как этот Хасоев там что-нибудь там говорит, Яшину, когда заявляет, что типа, вы давайте, говорит, одних бурят на других смените, короче, в управлении. Тебя, дурачок, Хасоев, никто вообще не спрашивает. Как правили, так и будем править. А будем править, потому что мы знаем, как править. Вот так вот. Низами Сафаров, у бурят нет школы. Русская школа на бурятском языке. Все учебники переведенные. У нас нет, собственно, факторов в собственных учебниках, понимаешь? Если даже они будут их писать, они где? В русских школах учились, в русских вузах учились, у русских методологов учились, у русских, значит, педагогов и так далее. Что будет-то? Нам нужен бурят, выросший в иной системе. Китайской, корейской, японской, американской, европейской, неважно. Главное, чтобы не было там от слова совсем, не пахло даже русским миром. Вот тогда мы получим и усиление нашего бурятского языка, и вообще, в принципе, создание нормальной системы. Но все внедрению мешает отсутствие суверенитета и независимости. То есть, если бы бурятский народ хоть сколько-нибудь сам по себе был суверенен и независимым, мы, конечно, бы этого не допустили, естественно. И здесь вопросы лежат исключительно в политической воле. Когда все вопросы по бурятскому языку пытаются культурной, там, социальной, какой-то национальной, там, еще каким-то особенностям свести, это все дудки. Первое и единственное – это политическая воля. Политическая воля у бурятского народа на сохранение развития. Вне русского контекста и вне русских законов она отсутствует. Там появилось большое количество, которым платят там 100-200 тысяч там, рублей, грантики какие-то маленькие. Они все вот это на СМИ работают. Для чего? Для того, чтобы больше упоминаний было. Тем не менее, научных исследований по реальному положению бурятского языка вообще нет, в принципе. Академия наук это не финансирует. Спросите в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии, когда они последний раз проводили, согласно европейским и американским методикам, значит, исследования по сохранению бурятского, ну, по ситуации с бурятским языком. Вот приведите мне вот эти критики мои, приведите хотя бы одну научную статью. Вы люмпины и комбедовцы ничего не знаете и не понимаете, как бурятский язык должен функционировать. А я знаю. Латинизация, во-первых, отказ от болгарского письма. Только латинизация. Никакого там квадратного письма, никакого вертикального письма. Все это дудки, короче. Все языки нормальные, современные, они на латинице. Ну, за исключением китайского, японского, корейского. Алфавит нужен. Второе. Дерусификация и пурификация языка. От всей вот этой чуши буддийской, санскритской, этой вообще избавиться. Заимствование из сино-тибетской группы только. Плюс латынь, плюс древнегреческий. Все, больше ничего не надо. Ничего не надо выдумывать там и так далее. Дерусификация. Все те термины, которые пришли из латыни, из греческого, должны оттуда прийти, а не непосредственно русского языка, как это происходит. Все. Больше ничего не надо. Третья политическая воля. Всех заставить обучать бурятскому языку. Прям с 1 класса, с детского класса. Кто не с нами, кто ручку бурятскому народу не поцеловал, верности бурятскому народу и нашей бурятской конституции не поклялся, все, домой. Дранг на Москву, там еще куда-нибудь, там другие места там и так далее. Только такими репрессивными методами можно и нужно возрождать бурятский язык. Плюс, естественно, нужно, помимо этого, подготовить почву, и партия бурятского возрождения будет этим, безусловно, заниматься. Нам нужны националисты, которые будут заниматься этим языком, а не вот эти всякие там, не пойми кто там, какие-то либералы, там, что-то кто-то там себя объявляет, вот эта мерзкая карлица себя тоже объявила, там, бурятская националистки, все эти шизофреники, эти все ненормальные, которые там всю свою жизнь там присмыкались перед Руснёй, а тут выехали на Запад и вдруг стали там активистами деколониальными, там еще какую-нибудь шляпу там повыдумывали. Поэтому только так и не иначе
И Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, и Бурятия от Енисея до Амура. Сим победим!